победы, как птица над крымской землей взлетел флаг России трехцветный. Сбывалась мечта на глазах в раскатах весеннего грома, стучали ликуя сердца. Мы снова в России, мы дома. Это крымская весна, дух свободы в нас вдохнула. Это крымская весна нас с тобой вернула. Это крымская весна на века непобедима. Это крымская весна, наш великий праздник Крыма. 18 марта 2014 года в Москве был подписан договор о вхождении в состав Российской Федерации двух субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Этот день стал торжеством исторической правды. Каждый год 18 марта вся страна отмечает Крымскую весну – день возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань. Наша встреча посвящена Дню воссоединения Крыма и России. Дело в том, что воссоединению Крыма и России практически на сегодня 10 лет. Якутянин, который оказался в этот день в Крыму, был Андрей И. Вообще, это где вы находились? Просто Крым достаточно... Севастополь. Севастополь. Самое такое одиозное место. Потому что там как раз и столкнулась вот эта российская волна и укропская волна, которая вот, она была для того, чтобы подавить россиян. Что происходило 10 лет назад? Я же официально был представителем общественной палаты, вроде как наблюдатель. Вы там были как представитель Общественной палаты России? Да. Мне выделили охрану, со мной ходил казак, вот там фотография есть, с калашом. Даже в туалет за мной ходил. Ну, якобы, чтобы меня не подстрелили эти укропы. Вырос же в Крыму. В смысле вырос в Крыму? Ну, я до 5 лет там жил, в Алуште. У меня отец-то родом все-таки из Алехинска. Угу. Довольно известным военным инженером. Вот, в частности, он изобрел такую роторную машину, которая туннели делает. Как его зовут? Хорошев Федор Алексеевич. И... Он сейчас уже, к сожалению, ушел. Вот. Но закончил он в звании генерал-майора. Жили у родственников на квартире. Или каждый день купаться. Вот я говорю, что тогда вот я полюбил море. Море, где можно нырять. У меня было подводное ружье еще. Вот я мальчиком еще был. Тогда уже стал нырять хорошо. Вот, с задержкой дыхания. Вот. И море это я просто чувствовал. Крым это родина, по сути. А потом вы стали военным офицером, да? Да. Как происходило голосование? Вы как общественный наблюдатель же, получается, были, да? Но я говорю, это просто толпы шли на это голосование. Просто толпы. Очереди стояли, где они паспорта протягивали, им давали эти бюллетени, поэтому можно было присутствовать. Вот я, собственно, на одном только участке был. Но было понятно, что такое повальное голосование за Россию идет на всех участках. Я спрашивал бабушек, бабушка древняя идет, там ее под руки ведут. Я говорю, спрашиваю ее, ну вам тяжело, наверное, было? Она говорит, я в жизни никогда не голосовала. А здесь я бы приползла только для того, чтобы Крым стал снова российским. То есть там такое воодушевление у всех было. Ну, это был всеобщий праздник. Это был праздник, просто вот можно было, я не знаю, в любой дом зайти, да, и тебе вот раскроют двери, тут же нальют тебе вина, да, за стол посадят. Особенно, когда узнавали, что ты из России. Там, вы откуда? Я говорю, из России. И отвертеться было невозможно. Просто за руки брали и на силу там сажали за стол. Да здравствует Россия. Я вот такого возвышенного отношения к России
И ни до, ни после нигде не видел. Вот севастопольцы – это, наверное, самые главные вот русские, которых можно себе представить. И, конечно, это был просто праздник всенародный, когда прошел референдум. Я говорю про Севастополь. Севастополь всегда был российским городом. Он, наверное, более российский город, чем Москва и Петербург. Потому что я там часто бывал, я много фильмов там снимал. Вот. И там вот этот русский дух, он просто чувствовался везде. Эти памятники там, Нахимову, вот эта вот история флота. До этого я там часто бывал на съемках, и я имел возможность сравнить, вот что Крым при Украине и Крым, который стал уже потом российским. Да? Я помню, мы снимали в Алупке, в знаменитом дворце. Меня тогда поразило, во-первых, запустение страшное было просто. И директор музея говорит: вы знаете, Крым – это как зубная боль для Украины. Вы представляете, у нас нет вообще никакого финансирования. Потом, вы обратили внимание, вот парк, исторический парк, а там стройка идет, да? Это же недопустимо. В заповеднике, по сути, да? То есть никаких законов вообще не было. Там очень, очень тяжело жилось морякам в Севастополе. Потому что военная база-то российская. Вот идут российские в российской форме. И укропы, и американцы в американской форме. И, конечно, на этой почве там много было, конечно, конфликтов. Это слежка за моряками, провокации. Говорят, что было запустение серьезно. Вот я был свидетелем. Это было абсолютное запустение. Причем это даже не просто запустение. Это было вот такое показательное издевательство. Вот Севастополь русский город. Вот фиг вам денег, да? Украина – это Украина, а вы считаетесь русскими. Вот и живите как хотите. Вот их в Севастополе спасала только вот наша база военно-морская, да? У них настолько маленькие пенсии были. Работы практически никакой нету. Вот. Туризм, он тоже там ни шатка, ни валка. Был, конечно, туризм. Но туризм – это ЮБК, Южный берег Крыма. А остальное – это Крым. Это просто пустота. Меня вот поразило, мы на съемках поехали. Представляете себе, Евпатория – это западный Крым. Да? Угу. Это вот за Евпаторией, еще западнее, ближе к Украине. Там вообще никаких курортных мест не было. И меня тогда поразило, внутри каждого из нас есть желание жить на море. Да? Вот как-то, мы так устроены. Тепло, запах этого моря. И мы в поселочке снимали. Дома 30 метров от моря. Да? Каждый второй дом брошенный. И я спросил: а вообще купить-то можно здесь? Они говорят: да, конечно, никто не покупает. Я говорю: а сколько стоит дом вот этот? Как обычный одноэтажный домик там. 30 метров до моря. 150 тысяч рублей. Дом. 150 тысяч. И то половину их никто не покупал. Сейчас я думаю, что уже, конечно, ситуация изменилась. Но у меня так 150 тысяч, ты можешь жить на море. Социальное положение населения. Вопрос был. Да. Во всем раньше чувствовалось издевательство украинцев. Да? А в чем оно выражалось? Во-первых, не приветствовался русский язык. Телевидение все было на украинском языке. В Севастополе никто украинский язык не знал. Представьте, вы живете в доме, дети, семья. Никто не знает украинского языка, а программы телевизионные все идут на украинском языке. Потом, особенно я говорю в Севастополе, там очень давление сильное было на жителей, моряков российских. Они жили в обычных домах, поэтому их там правдами и неправдами там выселяли. Они платили гораздо больше, эти услуги все коммунальные, гораздо больше, чем украинцы. То есть почти, надписи все, естественно.
в городе были все на украинском языке. Сколько значимо присоединение Крыма к России вы оцениваете, если вы видели те времена, советские, украинские и российские? Ну, с точки зрения, скажем так, государственности, конечно, это серьезное очень событие. И в этом смысле, конечно, стало там жить спокойнее, системнее. Вот. Но я вот говорил, что вот практически как анекдот. Мы приехали после присоединения, на машине едем, я водителя спрашиваю: ну а что у вас вот как лучше, хуже стало? Он говорит: хуже гораздо. Как хуже? Хуже, чем при Украине? Да, конечно, хуже. Раньше пробок не было, машин не было, ни у кого денег нет. А сейчас у нас такие российские зарплаты, пенсии, что все понакупали машины, и вот смотрите, пробки сплошные. Вот это так они говорят, что хуже стало жить. Ну, вот я говорю, что я давно в Крыму, но раньше вот сидишь, лег, заснул, и так всю ночь лежишь без всякого одеяла, тепло. Вот, и ты чувствуешь, что ты часть этой природы, потому что тебе не нужны какие-то стены, какие-то крыши. А вот особенно это чувствуется, конечно, в море, когда... Я помню, как мы когда рапанщиками работали, я себе вот внутрь куртки водолазной засовывал несколько помидор, там огурчики и кусочек хлеба. Вода, конечно, туда проникала, и ты когда перекус надуваешь жилет, ну, то есть, чтобы не тонуть, лежишь, смотришь в небо, хлеб, он стал солененьким от соленой воды, и вот огурчик, прямо сейчас у меня слюни потекли, огурчик и хлебушек, огурчик, хлебушек, смотришь наверх и мечтаешь. Я поздравляю с воссоединением Крыма к России. Уже прошло практически 10 лет. С вами был Олег Желнин. До скорых встреч. СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» теперь имеет возможность создания имиджевых телепрограмм с дальнейшим размещением на телеканалах и в социальных сетях. СМИ может организовывать прямые эфиры и трансляции с 3 камер в интернет. Подробности на сайте Округ ТВ.